присутствии моего. Ну, этот майор, фамилию тоже не помню, сколько составил, но там протокол составили, как говорится, без понятых, без свидетелей. Я не согласен был. Но я в протоколе все указал, что я не согласен с протоколом полностью. И за то, что на пикет вышел, я-то вышел, я свое объяснение отдельно дал, что я вышел на пикет. Но там от этого плаката никто не пострадал. А когда этот пикет был? На котором... Это было 10 сентября, 10 сентября, октября. Ага. Но мне сделали 11 так сделали. Получается, от этого плаката никто вроде не пострадал. И за это, за осеннее дело, получается? Да, за это плакаты справедливый суд, они меня на 5 суток, как говорится, арест дали. И вы объявляли голодовку, да? Я прям официально из зала суда вышел и сказал, я объявляю голодовку, потом это незаконно. Сколько вы голодали, получается? 4 дня, и на 5-й день я уже голодать перестал, когда уже на апелляционный суд был. А вот сейчас они вас выпускали, они как это сделали? Ну, они как выпустили? Проводим до дома, чтобы никакие отрицательные, как говорится, последствий не было, чтобы никто не избил. Они тебе не сказали, что родственники или друзья пришли, ждут тебя у входа? И я вообще ждал отца Икона. Отец должен вообще на машине подъехать. Ну, видишь, думал, родственник подъедет, брат подъедет, там двоюродный, чтобы отец на операцию уезжал. Я хотел попрощаться, Про но то, не что получилось. активисты пришли, получается, ко входу они даже не сообщили. Я даже вообще не знал сегодня. Они во сколько освободили, получается? Хоть не помню, темно, телефонов не было, ничего не было. Понятно. А голодовку перестали голодовать на 4-й день, да? Почему? Я перестал, когда меня уже 17 число, утром, до обеда, где-то в 11-12, что ли, с начальником спецприемника повезли в суд, в областной, апелляционный вроде. И там меня адвокат встретил, суд был, процесс был. Я там все высказался, как есть. Это по гражданскому делу, да? Да, за то, что вот это 5 суток дали, что я не согласен с этой приговором, то есть постановлением суда. Апелляционный суд ничего не поменял? Все Да, все, прежний остался. А Как так, ты делаешь? ну как, отдельно камера, потому что я не курю, я сказал, я не курю, у меня отдельно камера, там претензий не имею к сотрудникам. Кормили хорошо, но я отказывался, все. У меня свои еды было, но я не кушал. Они на Да, такси вас Баужан посадили? должен был подъехать. Да, Баужан не видели Олег Алиев? Нет, не видел я ничего. А то его тоже 16 числа спецприемник. Они вас на такси посадили, получается, да? Не, на машине. На машине? Да. До дома подвезли. На рабочей машине? Для этих сотрудников тоже претензий не имеют, до дома подвезли. Не, они на служебной машине повезли, либо... Гражданский. Гражданский? А это гражданский везли. А то они сказали, что на такси повезли просто. Нет, такси я не видел, но гражданское. Но если был бы в УАЗе какой-нибудь, ну номер я не заметил. У них там милицейский или не милицейский. Ну, гражданская машина. И этим сотрудникам тоже спасибо, что так до дома подвезли, на улице селяк. Ну, ты считаешь, несправедливый суд был? Суд несправедливый, ни за что. Если кто-нибудь пострадал бы от этого плаката возле суда, кто-нибудь заявление пришел, и я бы, пожалуйста. А ты думаешь, за что тебя посадили? Не знаю. Нет. 15 декабря же тебя посадили. Я думаю, помните, я вам говорил, я на общественный совет шел, слушание по повышению тарифов, да. Свет. Да, Света. Я еще там приготовил плакат, потом так и оставлю с одной стороны. Раз официальное сообщение пришло, так и в милицию пойду. Потому что если я пойду туда, а брат меня скрутит, опять как-то не то будет, неловко. Тем более рука болит. Как самочувствие твое сейчас? Ну, более-менее нормально. Ну, не как раньше. 100% не скажу, что здоровье. Раньше лучше было. Стекс должен был проходить. Да, я должен в декабре проходить. Ну, сейчас все уже план. Думаю, на следующий год. Все. Все, спасибо.